В живописных просторах Армхи стартовал первый день долгожданной Северо-Кавказской научной школы, которая на несколько дней превратила курорт в настоящий центр притяжения для молодых умов России. Это событие объединило около 60 увлеченных физикой школьников и студентов со всех уголков страны, предоставив им уникальный шанс прикоснуться к передовым исследованиям и пообщаться с выдающимися учеными. Главной темой школы этого года стало фундаментальное и увлекательное направление – экспериментальные методы физики. Гравитационное взаимодействие работает на всех макрообъектах. Вот все, что там до планет, там, Луны, вот это все гравитационное взаимодействие. Вот все, что меньше, даже астероиды, там гравитационное взаимодействие уже не работает практически. Одним из центральных событий дня стало выступление выдающихся российских ученых, чьи имена знакомы каждому, кто хоть немного погружен в мир большой науки. Член-корреспондент РАН Павел Пахлов и член-корреспондент РАН Тагир Аушев, известные своими работами в области физики высоких энергий и элементарных частиц, погрузили слушателей в мир ускорителей и детекторов. Они рассказали о том, как ученые видят невидимое – субатомные станции, движущиеся со скоростями, близкими к скорости света. Участники также узнали о многослойных детекторах, способных фиксировать мельчайшие следы частиц, и о методах анализа терабайтов данных, необходимых для поиска новых фундаментальных взаимодействий или частиц. Их лекции подчеркнули не только гениальность теоретических предсказаний, но и невероятную изобретательность инженеров и экспериментаторов, которые воплощают эти предсказания в проверяемые опыты. То, что мы сегодня делаем, это уже совершенно колоссальные по размерам, по капиталовложениям эксперименты, которые там, Большой адронный коллайдер – это эксперимент, в котором участвует больше 20 тысяч физиков, а плюс еще инженеры, рабочие, обслуживающий персонал. То есть там примерно 100 тысяч людей проводят этот большой эксперимент. Стоил он примерно 6,5 миллиардов долларов только чтобы построить, а с тех пор он эксплуатируется по протяжении уже больше 10 лет. Это тоже требует больших капиталовложений. И вот все это ради того, чтобы узнать на фундаментальном уровне, как устроена наша Вселенная. Помимо увлекательных лекций, участникам предложили лабораторные занятия и практические задания, что является ключевым элементом обучения экспериментальным методам. Это не просто слушание. Молодые физики могли настраивать экспериментальные установки от самых простых, демонстрирующих базовые законы, до более сложных, требующих понимания принципов работы различных компонентов. Ребята проводили измерения, изучали влияние различных параметров, собирали данные, используя современное оборудование. Также студенты и школьники получили навыки сотрудничества, распределения задач и совместного решения проблем – ключевые компетенции в любой научной лаборатории. Прежде всего, очень эффективно людей вот так друг с другом собирать, чтобы младшие у старших там мотивацией заряжались, опыт брали. В общем, коллективная работа всегда эффективнее, чем поодиночке. Просто так больше знаний можно получить. Первый день Северо-Кавказской научной школы в Армхи стал мощным стартом для будущих поколений физиков. Участники, погрузившиеся в мир эксперимента, получили не только уникальные знания, но и бесценный опыт, вдохновение и новые знакомства. По завершении школы каждый из них получит именной сертификат, подтверждающий их участие в этом уникальном образовательном событии, который станет весомым пунктом в портфолио каждого абитуриента. Он наглядно покажет стремление к саморазвитию и научному поиску. Хотел поступить куда-нибудь в Россию, в столицу. На примете были МФТ, МГТУ имени Баумана. Организованная совместно с Высшей школой экономики, Московским физико-техническим институтом и Северо-Кавказским научным исследовательским центром, школа призвана не только передать знания, но и зажечь искру научного любопытства, показав, как великие открытия рождаются не только в блестящих формулах, но и в тщательно спланированных экспериментах. Это одна из немногих возможностей для детей пообщаться с действующими учеными, из первых уст получить информацию о том, что происходит в научном мире, какие исследования ведутся, как вообще построена жизнь ученого, как вообще строится научное познание, что такое наука. И других возможностей у детей по большому счету нет. Это нельзя получить из YouTube или в школе. Это можно получить только из непосредственного прямого общения с учеными. И вот такой формат, опять-таки, этот формат применяется во всем мире.
именно для таких целей. Официальное открытие решили провести после лекционных занятий. Представители Высшей школы экономики Московского физико-технического института и Северо-Кавказского научно-исследовательского центра подчеркнули особую миссию мероприятия в своих приветственных речах. Организаторы и почетные гости акцентировали внимание на важности развития научного потенциала молодежи, роли образования в современном мире и уникальной возможности, которую школа предоставляет молодым талантам. Было отмечено, что именно такие инициативы формируют будущую научную элиту страны, способную решать сложнейшие задачи и совершать прорывные открытия. Мне очень приятно, что она проходит у нас. И в связи с этим я бы хотел поблагодарить, искренне поблагодарить организаторов этой школы. Потому что это, вам кажется, что оно как бы само по себе происходит. Они, бросив свои лаборатории, какие-то дела, работу, приехали сюда ради вас. И это очень важно. Работа Северо-Кавказской научной школы будет проходить до 11 октября. Мадина Цоро, Мухаммад Индиев, Магаз 24.